Здравствуйте. Вечерний эфир ТНВ продолжает новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова, и коротко о главных событиях этого дня. Заключительная проверка перед важными стартами. Мы сейчас находимся в такой фазе, когда нам надо принимать быстрые решения. Готова ли Казань-Арена к принятию матчей Кубка Конфедерации, расскажет Алмаз Гафиятов. В объективе штрафник. Если же на транспортном средстве находится должник, то дорожный пристав по номеру его фиксирует. С работой обновленной версии комплекса «Дорожный пристав» ознакомился Рамиль Шайдулин. Сирены в городе. Как проверяли систему оповещения, расскажет Елена Веселова. Золотая молодежь. На поклоне после произвольной зал встал. О том, как в Татарстане встретили победительницы Европейского чемпионата по синхронному фигурному катанию, в сюжете Сергея Хайдарова. Татарстан рассчитывает на санацию Татфонбанка. Сегодня на форуме в Сочи Рустам Минниханов в интервью РИА Новости рассказал, что для республики это очень важно. Как он отметил, вопрос сейчас рассматривает Центробанк, и Татарстан ждет, чтобы все сложилось. Напомним, накануне стало известно, что по обращению президента республики группа компаний «Таиф» и партнеры выразили готовность участвовать в санации Татфонбанка в качестве стратегических инвесторов. Также Рустам Минниханов напомнил, что на заявки на помощь в санации помимо «Таифа» подавали и другие структуры, однако ЦБ их не воспринял. И сегодня в Сочи у республики появились новые партнеры. В рамках Российского инвестиционного форума, который второй день идет в Краснодарском крае, Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве со своими коллегами из нескольких регионов. Зачем Татарстану старые батарейки и аккумуляторы, и кто стал первым официальным послом чемпионата WorldSkills в Казани? Дина Газалеева. Как дела у вас? Отлично. В Краснодаре сегодня солнышко. Виртуальное общение с художниками, печать рисунков на воде и многие другие интересные разработки – все это сегодня вниманию гостей Сочинского форума. Но от шуток к делу. Новый завод по переработке аккумуляторных батареек скоро появится в Набережных Челнах. Но проблемы с сырьем, признаются бизнесмены. Старые батарейки увозят на переработку в Санкт-Петербург и Москву. Выход есть. У нас есть закон по утилизации старых колес. Да? Примерно такой же, если мы закон сделаем по утилизации аккумуляторных. Предложений же полный перечень в соглашениях по сотрудничеству, которые сегодня подписали татарстанцы. Например, Иркутской области республика имеет 4 миллиарда общего товарооборота, но этого мало, уверен руководитель регионов. Я считаю, что нам надо внимательно взять перечень изделий, продуктов, которые ввозятся в ваш регион, наш регион, значит, и как-то вот сделать некую дорожную карту. Какие направления, где мы могли бы, значит, быть взаимополезными. Всех татарстанцев ждут и в гости на озеро Байкал. Сергей Левченко, губернатор, уверяет, слухи о загрязнении озера сильно преувеличены в СМИ. В части подрастающего поколения мы могли бы уже начать обмен делегациями, обмен студентами. Тамбовская область и Карачаево-Черкесия также сегодня задокументировали свои отношения с Татарстаном. Кавказцы уже весной приедут в республику большой делегацией. Для Карачаево-Черкесской республики очень важен опыт Республики Татарстан. Учить и стимулировать теперь уже молодое поколение поваров и рестораторов намерен Аркадий Новиков, создатель самой успешной сети ресторанов России. Первый официальный посол мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани через 2 года, признался сегодня на торжественной церемонии посвящения, что относится к своим задачам очень серьезно. Я постараюсь быть послом, а не свадебным генералом. О том, как идет строительство инфраструктуры для чемпионата рабочих профессий в Казани, как к нему готовится вся индустрия гостеприимства республики, собравшимся на церемонию рассказал Рустам Минниханов. Мы должны сделать так, чтобы наша национальная сборная Российской Федерации достойно показала результаты. Сегодня же в рамках форума Дмитрий Медведев провел совещание с главами регионов. Речь шла о доходах субъектов, дотациях из федерального центра и прироста налоговой региональной базы. Главный посыл встречи – как можно меньше должно быть иждивенчества и больше активности местных властей, чему способствует в том числе и Сочинский форум. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, ТНВ, Сочи, Краснодарский край.
Чем заинтересовали челнинские вездеходы-амфибии арабских шейхов и когда начнется строительство китайского агропромышленного парка? Сегодня на эти вопросы отвечал министр промышленности и торговли республики. На встрече с журналистами он рассказал об итогах визитов татарстанской делегации в Абу-Даби, Бахрейн и китайскую провинцию Хунань. Так сейчас обсуждается совместный проект мелкосерийного производства вездеходов в Арабских Эмиратах, а в Лайшевском районе может появиться крупный агропромышленный парк с китайскими и российскими инвесторами. Идет поиск партнеров в подписании с ними соглашений, например, с компанией Синда Джинен. Есть предварительные договоренности о том, что она займется производством металлоконструкций, строительством корпусов для размещения производств в сельскохозяйственном промышленном парке. Пятый и последний делегации ФИФА сегодня в Казани оценивает готовность города к матчам Кубка Конфедерации. Инспекторы побывают во всех городах России, где пройдут игры. Это Санкт-Петербург, Москва, Сочи и столицы нашей республики. Насколько Казань готова к футбольному празднику, в репортаже Алмаза Гафиатова. Инспекторы ФИФА в Казани гости частые. Этот визит в наш город стал пятым по счету и заключительным перед Кубком Конфедерации. Казань-арена, пожалуй, один из немногих объектов, который прошел различные проверки уже на практике. Начиная с церемонии открытия и закрытия универсиады и заканчивая водным мундиалем в нашем городе. И различные проверки со стороны инспектора ФИФА являются некой формальностью. Члены международной организации уверены, что Казань примет все на высшем уровне. Основная цель визита не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время матчей. Какие-то возникают вопросы по ходу, пользуемся случаем, что все находятся в одной комнате, все вопросы эти задаются друг другу, выясняются, решаются. Мы сейчас находимся в такой фазе, когда нам надо принимать быстрые решения. Столица Татарстана получила своеобразный футбольный десерт в виде матчей нашей сборной и лидера европейского футбола Португалии. Здесь мы видим стадион очень современный, уже полностью функционирующий, который уже принимает футбольные матчи. Поэтому сейчас мы сосредотачиваем наше внимание больше на операционных вопросах, на том, как будет проведено мероприятие и как будут распределены операционные потоки внутри этой арены. Что касается Рубина, то команда вернется на Казань-арену в марте домашним матчем против питерского «Зенита». Игры против двух клубов Уфы и ЦСКА станут тестовыми, на которых полностью опробуются условия проведения Кубка. У нас есть четкий график подготовки со всеми заинтересованными службами. Мы определили, что в мае проведем 2 тестовых матча на Казань-арене. Это матч с Уфой и матч с ЦСКА. Лучшие в Европе. Сегодня сборная Республики Татарстан по синхронному фигурному катанию привезла золотые медали чемпионата Европы в Казань. В борьбе за награды высшей пробы наши землячки обошли представительниц Франции и даже хозяек турнира сборную Италии. Одним из первых встречал фигуристок на родной земле и Сергей Хайдаров. Горячий прием татарстанским фигуристкам устроили в аэропорту Казани. Сегодня ими гордится вся республика. Впервые золото чемпионата Европы по синхронному фигурному катанию отправилось в Татарстан. Тренер команды признается, за год проделали много работы. Ведь в прошлом году в Европе наши фигуристки были третьими. И зрителям в первую очередь, и судьям понравились наши программы. На поклоне после произвольной зал встал. Произвольную программу посвятили фильмам Чарли Чаплина. Музыка, костюмы, грим – все это покорило зрителей и судей. Соревнования по синхронному фигурному катанию отличаются от традиционных. Ведь одновременно на льду 16 фигуристов. Максимальные баллы только самым сплоченным. Всегда какие-то есть стычки, недопонимания, но это всегда надо оставлять за бортом, за льдом, потому что именно во время старта мы должны быть как одна команда и чувствовать друг друга и поддерживать. Это, конечно же, в первую очередь. По словам тренера, спортсменам на восстановление после подобных соревнований требуется всего 2 дня. Именно поэтому девочки приступят к тренировкам уже послезавтра. Это неудивительно, ведь всего через месяц фигуристкам предстоит бороться за звание чемпионов мира в американском Колорадо-Спрингс. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ Казань.
Не скрыться и на скорости. Автовладельцы-должники теперь в объективе камер. За ними следит система «Дорожный пристав» в новой версии. В отличие от видеофиксаторов, она реагирует не на скорость, а на долги. Стоит проштрафиться даже однажды, и шансов скрыться крайне мало. Насколько точна новая разработка, Рамиль Шайдуллин. Скорости не помеха, номера машин читаются даже на расстоянии. Пока авто едет, программа уже работает. Цифры, серии и регионы в базе тысячи вариантов. Обмануть камеру почти без шансов. Если машина попадет в поле зрения этого устройства, то номер обязательно отразится на мониторе. Обновленная версия дорожного пристава видит должников насквозь. И если с ним остановит инспектор, то точно не просто для проверки документов. Если номер совпадает с номером должника, сотрудник непосредственно передает по рации на пост, где расположена наша машина, примерно за 400-500 метров. Остановка по требованию с понятной целью. Штраф даже минимальный с дорожным приставом взыскивается прямо на месте. Сумма от 500 рублей и выше. Если нарушений больше, погашаются на месте. И оплата штрафа отдает? Дмитрий Купцов заплатил дважды. Не по скупости, а оптом. Штрафы заработал недавно. Не думал, что обнаружат таким способом. В поездке как бы предполагал, что мог нарушить. Но так как базу не смотрел, просто не знал об этом. Но дорожный пристав идет на принцип: за просрочку оплаты отвечать по факту. Судебным приставом накладывают арест на транспортное средство, на имущество, ограничивают выезд гражданина за пределы Российской Федерации. Дорожный пристав – вторая версия системы. Недочеты первой, слабую камеру и устаревшую конструкцию заменили для автономности и точности. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Проверку сегодня прошли системы оповещения. Первые сигналы прозвучали уже в 10 часов в городах и районах республики. В Нижнекамске за 15 минут можно было услышать 9 сирен. Готовы ли татарстанцы к чрезвычайным ситуациям, выясняла Елена Веселова. Они сегодня звучали во всех районах республики. Кого-то застали врасплох, но те, кому пришли сообщения от МЧС, спокойны. Сирену слышали, наверное, да? Да, слышал. Что надо делать? Ну, выйти из здания, там, не знаю, куда-то еще пойти. То есть инструкции никакой не было. Но если находишься в здании как вот это, надо сразу же выходить из своего кабинета и спускаться вниз. То есть взять все необходимое и очень быстро, не пользуясь лифтом, естественно, спуститься вниз и выйти на улицу. Таким образом, МЧС проверяет свою готовность к чрезвычайным ситуациям. К слову, системы оповещения были разработаны еще в 60-70-х годах и действуют по сей день. Мы сегодня проводим техническую проверку именно вот оборудование, системное оборудование. Мы об этом и предупреждали и по средствам массовой информации, в новостных программах это проходило, и в интернете проходило, и в газетах, поэтому население не должно волноваться. Сегодня сигналы тревоги слышали и в Нижнекамске. Здесь за 15 минут прозвучало 9 предупреждений. В Челнах горожан также проверили на бдительность. Ведь весь комплекс мероприятий – это и есть подготовка к чрезвычайным ситуациям. Технологии не стоят на месте, поэтому в помощь сиренам современные гаджеты. СМС-оповещение, СМС-рассылки. Многие получают от нас СМС-рассылку при тех или иных неблагоприятных условиях. Это использование оповещения по домофонам, это использование современных светодиодных экранов, плазменных панелей в местах массового пребывания людей, торговые центры, аэропорт. Уже завтра, 1 марта, Всемирный день гражданской обороны. Как говорят спасатели, кто предупрежден, тот вооружен. Елена Веселова, Лисан Мустафина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сильный туман и гололед прогнозируют синоптики сегодня вечером и завтра утром. Татарстанские спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок и активного отдыха на природе. Погодные условия могут ухудшиться уже с 10 часов вечера. Это новости Татарстана и далее в выпуске. В Кукмаре бьют рекорды. Самый молочный регион в России – это Татарстан. Самый молочный район в самом молочном регионе – это Кукмарский район. Что удалось добиться и что пока лишь в планах, в репортаже Александры Севастьяновой. Всегда помним, никогда не забудем. Мы с вами еще раз сделаем то, что сможет каждый из нас, чтобы приблизить окончание войны. Об открытии вахты памяти расскажет Елизавета Пастухова.
Лидеры по надоям, но перерабатывать молоко негде. В Кукмарском районе сегодня обнажились назревшие уже давно проблемы. Ответ держали перед Фаридом Мухамедшиным. Несмотря на то, что район считается самым молочным, сырье вынуждены отправлять соседям. Какие предложения прозвучали и какие отрасли надо подтянуть в репортаже Александры Севастьяновой. Огромное спасибо. Ежегодный отчет начали с объектов. Сегодня это отремонтированное всего 10 дней назад хирургическое отделение. Здесь пациенты со всего района. Пользуясь случаем, благодарность и просьба. Новый ФАП поближе к дому. Задача уже для главы. Просьбу оформить письменно. С этого поручения только начались. Удивила разница показателей. Население считает, что медуслуги не дотягивают до республиканского уровня. Может быть, поэтому кукмарцы все чаще отказываются от набора соцуслуг. А вот по отчету главврача в медицине все хорошо. В кадрах не нуждаются. Средняя зарплата медработников почти 40 тысяч рублей. Мне просто для себя анализ, не для критики. Пусть и 50 получают, заслуживают этого врачи. Подтянулся район по молоку. Сейчас по надоям он в лидерах. Самый молочный регион в России – это Татарстан. Самый молочный район в самом молочном регионе – это Кукмарский район. А вот перерабатывать негде, но эту проблему уже начали решать. Строит молочный комбинат. Особенно высоко Фарид Мухамедшин оценил систему образования в Кукмаре сейчас. В рейтинге районов Кукмарский находится в зеленой зоне. По словам председателя Госсовета, здесь не просто учат, а воспитывают. И этим могут похвастаться не все школы Татарстана. Эта работа успешно идет, и по всем критериям оценки, которые есть в республике, образовательная система вашего района на хорошем положительном счету. Хороша в Кукмаре и демография. Сейчас среди приоритетных задач решить вопрос оттока населения. Поможет в этом развитие промплощадок, в том числе промышленный парк Кукмара. У нас сегодня строится на этой площадке 2 завода. Металлпосуда начал строительство 2 заводов. И также вот на днях мы приступаем к строительству молочного комбината. И таким образом в течение до 2021 года мы запланируем полностью заполнить. Для этого надо 19 резидентов. 7 уже подписали договоры. Заполнят и пустующие новостройки. В этом году в районе успешно закрывают программу аварийного жилья. А в будущем нацелен получить статус города. Александр Севастьянов, Данил Филатов, ТНВ, Кукмар. 7 миллиардов рублей на ремонт поликлиник. Масштабная программа капремонта может начаться в Казани уже в этом году. Привести в порядок первичное звено здравоохранения на днях распорядился Рустам Минниханов. Пока в Татарстане модернизируют крупнейшие медцентры, вопрос с поликлиниками остается открытым, отметил президент. Детскую 7-ю больницу сегодня осмотрели мэр города и министр здравоохранения. Как хороший пример отремонтированного, удобного и современного учреждения. Такие же условия новая программа должна создать во всех казанских поликлиниках. Дом на баланс не поставили, но людей заселили. В начале февраля владельцы квартир в соципотечном долгострое на Оренбургском тракте наконец-то получили ключи. Однако в рекпалате их ждал сюрприз. Оказалось, что по документам многоэтажка не сдана в эксплуатацию. В чем дело и чем еще удивляет долгожданный дом, Салават Мухаммадуллин. Стены неровные. Когда вот кухню замеряли уже, вот он даже замерил, вот от этой стены. Он, по-моему, сказал, говорит, низ уже, говорит, вверх, говорит, шире. А еще шатаются двери и нет горячей воды. Дмитрий Новиков вместе с семьей приобрел жилье по социальной ипотеке. Правда, ключи от квартиры получили, а живут пока по-прежнему у тещи. Говорит, еще многое нужно доделать. Писать жалобы строителям желания нет. Кто-то писал, говорит, написал, говорит, глазок, говорит, это ключи оставил, это как написал, говорит, у него, говорит, глазок, говорит, сняли. Пришли, говорит, не доделывать то, что это... Ну, эти какого, проблемы какие он указал, оставил ключи ключницы, те пришли, говорит, доделал, говорит, пришел, говорит, глазка, говорит, нету. А вот у Руслана Ибрагимова с соседнего подъезда спустя пару недель после заселения на потолке скопилась вода. Образовалась течь, образовался пузырь своеобразный, то есть натяжные потолки. Обратились к застройщику Акташ, убрали с натяжных потолков воду, просушили, получается, нам силовыми пушками стены и так далее. По признанию работников подрядной организации, а это компания «Акташ», претензии от жильцов есть и они исправляются. Вопросы есть и к управляющей компании. Горячую воду они обещают скоро дать. Однако это лишь часть проблем жильцов. Больше всего вопросов по постановке дома на баланс. Люди не могут оформить квартиры в собственность. Имеется техническая ошибка в координатах выделенного земельного участка исполкомом, который подлежит исправлению в установленном порядке. Препятствий для заселения и, соответственно, для прописки нет. Работу обещают сделать в ускоренном темпе и дом поставить на баланс, чтобы жители наконец-то почувствовали себя хозяевами собственных квартир. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань.
Цветы у вечного огня, медальоны погибших солдат в руки родственникам. В Татарстане сегодня стартовала вахта памяти. Поисковики приехали на слет в Казань с разных уголков России. А уже через несколько недель юные патриоты отправятся в экспедиции. Елизавета Пастухова присоединилась к вахте. Они приехали сюда со всей России. Татарстанская вахта памяти – событие ежегодное. Цветы и венки к вечному огню в память о тех, кто так и не вернулся с передовой. В Казанском парке Победы участники первого всероссийского слета студенческих поисковых отрядов из более чем 40 регионов России. Открытие вахты памяти – это такое символичное мероприятие, которое обозначает начало нового сезона полевых работ, когда ребята уезжают в места боев на проведение непосредственных раскопок. Ежегодно по республике на поиски отправляются 58 отрядов. За все экспедиции подняли более 20 тысяч останков солдат, опознали около 300. Самая ожидаемая находка – это всегда солдатский медальон или вот награда, которая больше всего везет. Первым студенческим поисковым отрядом в Татарстане был снежный десант. Он появился в 1968 году на базе географического факультета ГГУ. Сейчас такие отряды есть почти во всех институтах страны. Поисковое движение – это прикосновение к истории. Никто не забыт, ничто не забыто. Уже через несколько недель патриоты отправятся на поиски давно пропавших солдат. Сегодня поисковики вернули еще одно имя. Каюм Каримов, уроженец Татарстана, пропал в годы войны. Останки солдата были найдены в Киевской области. Его везли на родину через Санкт-Петербург к родным внукам, которых поисковикам удалось найти. Сегодня ребята передали личные вещи, медальон бойца его племянница. Елизавета Пастухова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Рыли траншею, а нашли памятник. За прошлый год в Татарстане открыли 9 новых объектов археологического наследия. Обнаружили их в Альметьевском, Черемшанском, Менделеевском и других районах совершенно случайно. А вот как сохранить все то, что найдено, сегодня обсудили археологи Поволжья и Москвы. О сокровищах истории Лина Зинатуллина. Первый этап – это бобины из дерева. От деревянной заготовки до чугунного дула. Все этапы изготовления пушек в Казанском Кремле показывают наглядно. Еще бы, ведь здесь их когда-то и отливали. Археологическую находку под стекло и на показ. Литейная яма пушечного двора, где в 19 веке делали пушки для всей российской армии. Теперь объект музейный. Ведь главная миссия археологов – знакомить с историей всех. Обнаружили литейную яму еще в конце 90-х. Тогда здесь был не музей, а обычный склад. Новый экспонат открылся всего пару месяцев назад и уже впечатлил туристов. В музеях ни одного города я не видела, например, такого. Привлекает своей исторической ценностью. Огромный интерес общества, к своему наследию. Интерес поддержать, а наследие сберечь. Проблема охраны памятников археологии сегодня обсудили на ежегодном семинаре ученые Татарстана, Поволжья и Москвы. В Республике Татарстан на сегодняшний день на учете стоит более 300 памятников, но выявлено около 5000. Пока известные памятники охраняются государством, за судьбу остальных ученые переживают, а находят их до сих пор. 9 объектов за прошлый год. Законодательство в настоящее время предписывает в обязательном порядке проводить археологические исследования территорий, которые подлежат хозяйственному освоению. Найти и сохранить – вот главное правило археологов. Сокровищами нации должны любоваться и наши потомки. Лина Зинатульна, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Сегодня последний день календарной зимы. Она запомнится своей неустойчивой погодой и неделями морозов. Последние дни февраля уже можно назвать весенними. Сегодня воздух прогрелся до -1. Завтра ожидается 0. И у казанцев по-настоящему весеннее настроение. Я даже не знаю, пахнет любовью. Сейчас пою весенние песни. Уже тепло на улице становится. Весну ждем. Да. Думаю, что все будет по-новому, все хорошо. Я всегда говорю, все будет хорошо. Завтра первый день весны. Вон птички поют, как подруга сказала. Все замечательно в этой жизни. В общем, весна. Весна идет, весне дорога. В первый день весны день рождения празднует Рустам Минниханов. Тренд завтрашнего дня обозначился уже сегодня. В интернете набирает популярность забавный ролик, где звезды Голливуда якобы поздравляют Рустама Нургалевича с днем рождения. В видеоподборке только знаменитости: Анджелина Джоли, Вин Дизель, Арнольд Шварценеггер и все-все-все. Актеры сетуют, что до президента Татарстана им как до звезды. А впрочем, смотрите сами. Мой герой «Форсажа» — это же вообще прототип Рустама Нургалевича. Он сам-то ни в какую сниматься не хотел. Говорит, дела. Так всем и сказал. Бросая все, переезжая к Рустаму в Татарстан. У нас здесь что? Скука, рутина. Тарантино байками про судака душу травит. А у Рустама парк динозавров, штаб-резиденция креативных индустрий.
Сабантуй. Фамилию себе сменю. Буду Бенедиктом Ичпочмакетчем. Я настаивал, чтобы Рустам Нургалиевич был моим напарником в «Крепком орешке». Продюсеры сказали, что название фильма «Два крепких орешка» может ввести в заблуждение зрителей. В итоге и я отказался. Эфир продолжит программа «Вызов 112». На КамАЗ женщина-водитель погрузчика задавила укладчицу. Все подробности через несколько минут. Впереди еще прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Говорят, непрерывно можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и на то, как работают другие. А еще можно смотреть, как развивается Казань-Оргсинтез изо дня в день. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Настроение приносите. К столу мы уже все в пятерочке купили. Нам всего праздновать и перепраздновать. Шоколад Альпенгольд в ассортименте 90 граммов по 42 рубля. Пятерочка выручает! Снегопад цен минус 25% на санаторные путевки. С заботой о вас. Санаторий «Крутушка». Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью. Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. Данила Мастер. Портрет на памятник бесплатно. 202 38 32. Выгодная ипотека 9,9% на квартиры в жилом комплексе «Гармония», дом 1. Телефон офиса продаж 843 233 0303. Живите в гармонии. Наркологический центр «Эра». Профессиональная наркология. Улица Восстания, 92. Лечение алкоголизма, наркомании. Анонимно, круглосуточно. В клинике с выездом на дом. 8 март жетем. Хатынга нәрсе бүләк итәргә? Фен, блендер, пылесос. 18 март. Филармония концертлар залы. Болгар радиосы концерты. Концертка билетлар алам. Аңа да бүләк. Үзем дә ял итәм. Здравствуйте! Вот и закончилась календарная зима. Узнаем, что готовит нам первый день весны. 1 марта небо прояснится, осадки будут маловероятны. На юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ночные температуры минус 8, днем около 2 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Елабуге, Актаныше без осадков. Ночные температуры минус 12, днем солнечно и до 3 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, в Менделеевске, Актаныши, Менделинске ночные температуры минус 12, днем минус 4. Морозная и солнечная погода на северо-западе республики. Ночью минус 13, днем около 4 градусов ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном ночью пасмурно, до 12 мороза. Днем переменная облачность и около 0 градусов. В центральных районах республики ясная погода, осадки маловероятные. Ночью минус 12, днем столбики термометров покажут до 2 градусов ниже нуля. В последующие сутки температуры повысятся, осадки будут маловероятные. В первый день весны в Казани будет переменная облачность без осадков. Ночью минус 8-10, днем около 3 мороза. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 81%. Ожидается слабая магнитная буря. Берегите себя. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.